Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: в кого вы скоро влюбитесь? Если тема интересна, если хотите узнать, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, в кого я скоро влюблюсь. И давайте посмотрим. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну как чуден мир, как чуден мир. Слушайте, вопрос был в кого? А мне, вот не поверите, показали не только кого. Мне показали еще какое-то дело, какое-то существо странное показали. Ну, прям так интересно. Ну, давайте по порядку пойдем. Мои хорошие, я вас поздравляю, у вас скоро появится любимое дело, любимая работа, любимое увлечение, хобби. Что-то вы будете делать с большой любовью, с огромным удовольствием и прям будете поглощены этим занятием. Вот прям в руки к вам идет что-то, буквально, вот самое ближайшее время, там сегодня, завтра, послезавтра. Ну, у кого-то, может быть, неделька уйдет на это все дело. Вы найдете занятие по душе, вот так хочется сказать. Вы влюбитесь, может быть, в какое-то искусство, какой-то вид деятельности, а может быть, действительно, вот то, чем вы сейчас занимаетесь, работа ваша, будет приносить вам просто невероятное удовольствие. Вы аж прям будете бежать на эту работу, вас за уши не оттянешь от этого дела. Вот что у вас идет. Может быть, сейчас действительно вы ходите как неприкаянная, какую-то пустоту чувствуете, не знаете, где, в чем себя применить. Вот идет такая звездочка яркая. И ваша отдача и ваше вот это вот всепоглощающее внимание туда, в то дело, в ту работу, в то увлечение. Ой, как интересно. Я за вас очень-очень рада. Вы себя найдете, вы себя раскроете, весь свой потенциал, все свои умения, все свои таланты. Очень классное дело. Занимайтесь, вы прям горите в этом деле, в хорошем смысле этого слова. Это очень замечательно найти то, что тебе по душе, а особенно если это касается работы. Ведь любимая работа, ну, считайте, что вы прожили не зря, если вы нашли именно вот такую работу, которая вам по сердцу идет. У вас вот именно эта ситуация и показана. Дальше, мои хорошие, здесь какое-то странное существо. Но это животное, похоже на животное. Может быть и птичка какая-нибудь, а может быть даже какое-то экзотическое там существо, да, ящерица, ну не знаю, кто еще может быть. Что-то очень необычное. Может быть, вы в принципе животных, ну мало ли там аллергия у вас, да, либо у вас никогда не было, вы даже никогда об этом не думали. Но вот какое-то маленькое существо просто перевернет вашу душу, ваше сердце. Вы никогда не думали, что можно любить так сильно животное. Прям душой прикипите. И это животное вас тоже будет любить. Кого-то вы заведете, либо кто-то у вас сам заведется. Может быть, на передержку вам дадут. Прям такие положительные эмоции у вас идут от общения с этим животным. Ой, так замечательно. Красота. Да, это животное. Это животное, и причем ну, какое-то необычное, либо очень маленькое. Вот как-то заботиться о нем будете, вот как о ребеночке будете заботиться. Вот
Позитив идет, позитив, у вас постоянная улыбка, вы думаете об этом животном, вы время проводите, вы тепло чувствуете от этого животного, взаимность даже чувствуете. Вот не знаю, умеют любить животные, не умеют, вот как вы к этому относитесь. Я, например, считаю, что умеют. Но вы в этом убедитесь, вы это почувствуете на себе. Так, прекрасно, я вас поздравляю. Вот она, любовь, любовь к братьям нашим младшим. Дальше идем. В кого вы влюбитесь? Здесь у вас риск у кого-то идет. Девочки, риск влюбиться в мужчину очень яркого. Он не красивый, не красавец. Простите, извините, она вылетела. Не красавец, да, не писанный красавец, не с картинки, не с обложки. Но очень харизма у него сильная. Голос у него какой-то необычный. Тембр голоса, тональность необычная. Какой-то прям как бархат идет. Он говорит, а вы аж блеете. Он говорит, а вы аж прям себя не чувствуете. Эти бабочки, они прям не то чтобы в животе, они просто все собой забивают. Мужчина. Девчонки, у кого-то отыграются, что это, ну, может, начальник, коллега, с кем-то вот сойдетесь, да, вот по деловое общение, может быть, доктор в поликлинике, очень приятный человек. А у кого-то отыграется, что это образ человека, то есть, может быть, это какой-то певец, да, вы будете слушать песни этого певца и будете просто наслаждаться. Вы влюбитесь именно в талант этого человека, не в самого человека. Вот не зря нам голос показали, а в талант. Может быть, он актер, там, телеведущий, может быть, блогер какой-нибудь. Да? Вот идет влюбленность как в образ человека. Это не значит, что все, сразу тут свадьба, постель, дети. Нет. Это именно в образ влюбиться. Как кумир, да, правильно говорят, кумир. Вот и у вас такой кумир появится. Девчонки, кто сейчас в печальке, в тоске, вам этот кумир поможет в себя поверить, вам эта влюбленность поможет, ну я не знаю, начать за собой ухаживать, к чему-то стремиться, какие-то желания у вас начнут появляться. Вы благодаря этой влюбленности над собой очень хорошо поработаете. Желание жить. Может быть, вы захотите попасть на концерт к этому человеку, либо вы захотите побольше там узнать об этом человеке, побольше пообщаться. И, кстати, человек вот действительно идет для вас как таблеточка, которая снимает тоску, печаль, разочарование, апатию, опять же таки, да, усталость от жизни. Вот поможет, это очень вам хорошо поможет. Так, а кто будет влюбляться в конкретного человека, в коллегу, либо там начальника, может быть, у кого-то прям начальник идет. Девочки, ну тут пахнет любовниками, страстью пахнет. И какими-то безумными встречами. Знаете, когда оба горят, когда голова отключается, и только физиология вот берет верх. Идет такое время, вы в шоке будете. Это как лихорадка, да? Вот есть такое понятие любовная лихорадка. Вот на кого-то нападет эта любовная лихорадка. Сразу хочу сказать, я не вижу продолжения. Я вижу яркую вспышку, а дальше ровная поверхность идет. Да? Вот все как-то успокаивается, устаканивается. Если у вас и будет вот такой яркий любовный роман, то какое-то непродолжительное время вас вот как эта любовь найдет, эта страсть найдет, так она с вас и сойдет. Вот такая идет ситуация. Может быть, вам действительно нужны такие острые впечатления, может, как засиделись вы на одном месте, либо действительно как разочаровались во всем и вся. У вас проснется вкус к жизни, у вас проснется желание жить, наслаждаться этой жизнью, быть среди людей, быть красивой, быть значимой. Понимаете? Вот что идет. Вам как будто бы это все как наваждение посылает для того, чтобы вернуть вас к жизни, чтобы дать вам вкус к жизни. Вот как придет, так и уйдет. Значит, смотрите, чтобы вы не боялись. Вы очень легко это все перенесете. Но понятно, что когда там страсти будут мозг перекрывать, вам не до мысли будет. Но потом как-то быстро идет отрезвление и у вас, и у мужчины. Вы, скорее всего, очень хорошими друзьями потом останетесь. Ну, просто настоящими друзьями. Вы легко будете друг друга понимать, общаться, поддерживать. И, возможно, ваша дружба, она на много-много лет растянется. И все на вас будут смотреть и шептаться, что вы любовники, на самом деле вы друзья.
Да, вот так идет. Кто-то из девочек, кстати, в браке находится. В браке, да. И у вас вот эта любовная связь, она идет как перезагрузка. Благодаря этой любовной связи на вас ваш муж по-другому начнет смотреть. Да и вы себя повыше начнете ставить. Ну, то есть поймете, что вы ценная личность. Я не вижу, чтобы у вас тут было чувство там стыда, либо чувство каких-то там, знаете, как, ой, какая я падшая женщина, о боже, я изменила мужа. Нет, я этого не вижу. В принципе, если высшие это посылают, ну почему вы должны этого бояться, стесняться, либо чувствовать себя неудобно? Да? Ну, значит, так надо было, значит, так было нужно. Все. Не будете вы об этом думать, у вас как-то вот легко это все приходит, даже не приходит, врывается в вашу жизнь и также вот как-то легко уходит. Но друга вы обретете, и сама вы станете другой, вы станете краше, вы станете ярче, вы станете более уверенной в себе, и, понимаете, вот энергия пойдет, сила пойдет. Такая вот хозяйка жизни, вот передо мной, хозяйка жизни. То было такое скукоженное существо, забитое, затурканное, без признаков жизни. А тут, смотрите, шикарная хозяйка жизни. Вот такое я вас вижу. Вот такой вы станете вот благодаря этому любовному роману. Так, кстати, мужчина может быть и моложе, гораздо моложе, чем вы. Вот тоже, знаете, как даже думать об этом не будете. Так, идем дальше. Кого вы любите? Кто-то, кстати, влюбится в своего собственного мужа. Либо в мужчину, с кем вы долго вместе находитесь. Может быть, вы не в браке, просто вместе проживаете. Либо 10 лет встречаетесь, и никак пожениться не можете. У вас какие-то странные этапы в жизни были, когда было поднятие эмоциональное, что вы там жили надеждой, что о, все, мы там поженимся, там семья, там всю жизнь вместе, рука об руку. Потом было принятие, потом было разочарование, потом была усталость, а теперь вы живете, как живете. Кажется, что чувства, эмоций уже практически нет. Привычка, да, типа привычка. Ну, я вам так скажу. Прям попрет. Тут и мужчинка постарается подсуетиться. Да и вы тоже соскучились по любви, вы тоже соскучились по нежным чувствам. Вы как друг другу навстречу пойдете. И у вас как новый виток в отношениях, новый итог по эмоциям идет, как друг к другу потянетесь. Кстати, это еще связано с какими-то переменами в жизни. Какие-то вот прям яркие перемены идут, серьезные перемены в жизни для двоих. Вот и с этим связан этот любовный поток, который вот прям входит в ваш дом, входит в вашу пару, и он как обволакивает и вас, и мужчину, и да, как заново друг друга полюбите, но уже по-настоящему, вот прям, знаете, сильно-сильно. Так что, знаете, как раз навсегда, вот так у вас идет, да. Это не какая-то влюбленность, а именно настоящее серьезное чувство. Да, мои хорошие, интересно, очень даже интересно. Кстати, у кого-то та же самая картина идет с бывшим. Бывший, какой-то придет бедолашка на ваш порог, бывший, немножечко такой какой-то побитый, помятый. Так жизнь его, так, знаете, пофутболила и к вам в ворота забила. Вот. Придет такой, мяться будет, уговаривать будет, что там просить прощения, бормотать себе под нос что-то будет. Вы так на него посмотрите и скажете, а я ведь тебя ждала, да? А чувства-то все-таки остались. Вот. И вы с этим бывшим так успешненько как-то прям и сойдетесь. И поймете, что любите друг друга, и поймете, что должны быть вместе. Вот так, мои хорошие. Ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.